Ну, я могу сказать, всю жизнь я живу здесь, потому что родители здесь родились, и ихние родители, это значит дедушки, бабушки и прабабушки, все здесь. Единственное, что я родилась в Урус-Мартане, родители на 2-3 года уезжали в Урус-Мартане, там я родилась. Вот. И сюда приехали, и вот построили этот дом. Это был 53-й, 54-й, до 57-го примерно года. Ну, как в документах написано, вот, родители строили этот дом. Тяжело было, трудно. Оборотни в погонах тоже покончат с собой, выстрелив в висок из наградного пистолета. Но осенью Изначально вот на этом месте построили маленькую времяночку, и мы там жили. И вот сарай, был сарай, и вот эта маленькая времянка. Вот. А вот дом турлучный, плетеный дом. Вот. Дом, ну, в процессе строили очень долго, наверное, может быть, лет 7, вот так. Ну вот и живем так. Вот этому сараю, вот с 52-го года этот сарай. И вот он бедный, мы уже его подставили шифер. Вот. Все хотим сломать, но все никак не получается. Вот. В этом году сильный виноград, сок мы делаем, вино делаем. Делали, по крайней мере. Майя, а вот на эту положу, нормально будет? Мам, на этой тарелке можно будет греть микроволновку? Свет можно, куда что делать? Возьмите, заберите, горячие. Вот для них я пироги спекла специально. Они русские пироги, может, и не ели. А вот я специально спекла. Так, давай. пойдем. На, унеси туда. Я закончила Грозненский нефтяной техникум по эксплуатации нефти, газовых скважин. Это я закончила заочно его, уже находясь, я просто пришла на работу на завод в 1968 году. Здесь было поле, урожай был сила. Вот когда уже убрали хлеб, в геологоразведку поступила, мне не было еще 16 лет. И как-то в холод, в первую порошу нас с рейками прислали размечать. Сказали, будет здесь завод хороший. Ну, что тогда могла я понимать? Шло время, рос завод, и я взрослела. И так вот, в 1968 году, в год пуска, в январе, отцу сказала: пап, я работать на завод пойду. Отец ответил: в добрый час, девчина, иди трудись, запомни навсегда. Будь доброй, честной и трудолюбивой, и человеком будь всю жизнь, всегда. Родительский наказ я помню свято. Еще мне не забыть и тех людей, что нас учили жить, любить и плакать, страну беречь, заботиться о ней, люди труда. И было их немало. Учили нас работать хорошо. Пшеничная, Максимов, Ильичаев, Балаев, Ясовеев и Шершов. Да, много их за 20 лет встречалось. Им всем я благодарна от души. От добрых дел их здесь добро осталось. Плохие были, без следа ушли. За эти годы много пережито. Жизнь прямо шла и поперек, и вкось, но постоянно. В самом сердце где-то себя с заводом не представлю врозь. Мне было трудно, был завод опорой. А было счастье, и завод наш пел. Немного грустно, что закат уж скоро, но это жизнь и всех земных удел. Пока живу, друзья, живу счастливо, пою с детьми и очень рада дню. Все на заводе для меня красивы. И всех вас я по-прежнему люблю. Это я написала это стихотворение к 20-летию завода, потому что мы подготовили концертную программу, и мне мои коллеги
дали задание, чтобы я к юбилею что-то написала. И я вот пришла, я дежурным электромонтером работала. Я написала это стихотворение и на сцене рассказала для наших заводчан. Два года на заводе я отработала и ушла на пенсию с 50 лет. А потом немного, я года, наверное, не побыла дома. Меня пригласили в Ингушэнерго дежурным электромонтером на подстанцию вот, по обслуживанию Малгобекского района. Это подстанция В2. Там я изначально в ремонтной бригаде была. Вот электродвигатели мы на заводе, там что-то случилось. Вот мы разбирали, открывали двигатель, смотрели, что прозванивали. Вот я по сменам ходила, дежурный электромонтер. Это когда все работает на заводе, и слава богу, хорошо. А бывали случаи, когда что-то ломалось. Вот бежишь, отключать надо, переключать и вот так далее. Так, пусть печется. Да, я отсюда буду очень жарко. Не. А ты что, налила уже в тарелки? Я не налила. Ага, хорошо. Хорошо, дочь. У нас праздник Вознесения вот был 2 июля. Это 40-й день от Пасхи. Вот. Конечно, я обязательно пеку пироги. Это бывает 5, 6, 7 пирогов. Бывает, сколько людей. Ну, каждый год день рождения папе отмечали. Папе, маме, но больше папе отмечали. А нас 5 дочек было. Я самая меньшая. И мы жили, ну, вот здесь. Я с родителями жила и досматривала их. Вот. И папе было 75 лет. И одна из сестер, ее уже нет в живых. Мы остались, кстати, самая старшая, ей 94 года, а я самая меньшая, мне 74 года. А между нами 5 ушли из жизни. И одна сестра запела песню, есть казачья песня. Собрались все, ну, выпили вина, и она запела песню «Отцовский дом пропьем, братцы, гуртом». Есть слова такие. А папа заплакал. А я подсела: пап, чего вы плачете? А он говорит: да вот жалко, дочечка, жалко, что будет так, как в песне. Мы тяжело так строили этот дом, и вот нас не будет с матерью, а вот вы останетесь, и все. И разлетитесь, а дом будет как в песне. А я обняла папу и говорю: пап, я не знаю, как мои дети, но я, говорю, с этого дома, пока не выгонят, никуда не уйду. Я до сих пор помню папины слова и папины глаза. Он на меня так посмотрел и: ты мне правду говоришь, дочечка? Я говорю: конечно, правду. И вот он сказал: ну, спасибо тебе на добром слове. У нас 3 детей, 6 внуков, 1 правнучка. Она уже в 4 класс перешла, эта правнучка. Мы с Валерой прожили 47 с половиной лет. 47 лет и 6 месяцев и 12 дней. Сижу тут на могилке часто у тебя. Советуюсь с тобой, но ты меня не слышишь. Ох, как сейчас нужны мне лишь твои слова. Смотрю на крестик твой, мне кажется, ты дышишь. Мираж в глазах моих, и больно на душе, и безысходность давит
камнем мое сердце. Ну почему, когда ты был здесь, на земле, не говорили и не думали о смерти? Ведь надо было нам хоть раз поговорить о том, как будем жить, что дальше будет с нами, когда один из нас уйдет в небытие, второй будет в ответе с нашими грехами. Прости меня, родной, что ты ушел вперед. Прости меня, мой друг, коль в чем я виновата. Но знаю точно я, мы встретимся с тобой и вместе будем вновь. Пусть не сейчас, когда-то. Это вот я последнее стихотворение. На, возьми, дочь. Сейчас я... Светочка, не расстраивайся. Это только я могу расстраиваться. Я написала вот Валере, когда его уже не было. Ну вот год боли, скорби и потери. Вот это стихотворение буквально я, наверное, полмесяца прошло, и я написала. Уходит 21 год. Смертей в нем было много. Как тяжело все эти расставания пережить. Мы понимаем разумом, что всем туда дорога. Вот только на земле нам дольше хочется пожить. Пусть нас простит Господь за все грехи, что мы творили. Даст здравый разум и здоровье каждому из нас, чтоб мы за наших близких с чистым сердцем помолились, чтоб знали, где добро, где зло, ведь Бог всех любит нас. Пусть нас Господь простит, грешим мы взглядом, словом, делом, да что греха таить, бывают помыслы грешны. Умершим память вечная, живым заняться делом. Давайте будем жить с родными, мы им так нужны. Утром, вечером я молюсь, ночью молюсь, когда проснусь и не спится. Вот. Пишу стихи ночью. Вот лежу, а потом пишу стихи. Родители мои учили всегда, папа особенно. У нас сыновьев не было у моих родителей, 7 было девчат, и 1 сын маленький, мальчик умер, и 2 девочек, маленькая девочка одна в Малгобеке в школе сгорела в 1 классе, а еще одна девочка маленькая была, умерла. И нас 5 вот девчат было. Ну, и как-то папа больше... Я на машине ездила сама 18 лет. Как-то я все больше к мужской профессии была. И когда я проработала на заводе 17 лет, на этот момент я закончила заочно нефтяной техникум. Вот. А вот старшей сестры муж, он был начальник 3-го промысла. Он говорит: Валентина, давай к нам в отдел геологическом, место освободилось. Давай. Я говорю: с завода уйти? Да никогда в жизни. Нет, я говорю, я не... Ну что, ты будешь все время электромонтером работать? Я говорю, буду все время электромонтером. Но с завода я не уйду. Не хотела я уходить из завода, вот так, как я и не хочу с Вознесеновки уходить. Мои все дети закончили нашу Вознесеновскую музыкальную школу, потому у нас и пианино есть. Вот. И Алешу, Алексея, когда он закончил 10 классов, 11, и музыкальную школу, его по направлению в Краснодар от Ингушетии послали. Ну, он женился, на 5-м курсе он бросил. Вот так получилось. А сейчас он атаман казачьего войска по Малгобеку. Выбрали его. Ну вот пока, это 2-й год.
соседка там подальше, Макулечка, дала молоко. На молоке масло постное ложу. Топленое еще у меня масло есть. Туда в тесто дрожжи и мука. Ну, соль, конечно. Это потушила я капусту, свежую молодую капусту потушила. Лук, индейка, мяско порезала мелко, отварное. И томат, это паста томатная. Ой, ну сейчас мы сделаем косой пирог. Давайте? Мама всегда любила ночью печь, потому что внуки были, много было деток, они мешались. Всегда мама и паски, и пироги всегда ночью пекла. И вот я сяду и смотрю, как мама печет, как она делает. Она всегда меня учила. Вот сейчас я. Я написала первое стихотворение, наверное, в 16 лет. Проводила в армию паренька и написала стихотворение. Но я почти его помню. Это самое первое мое стихотворение было. Дождь осенний по лужицам скачет, и туман на станицу ползет. Остановка. Мать с дочками плачет. Сын единый на службу идет. Он уходит, прощаясь с любимой, и с родными, с сестричкой, с другой. Нет, дождется, подумала милый, и от мысли на сердце покой. А в сторонке гармошка играет. То лезгинка, а то казачок. Парень девушку в круг вызывает. И понесся плясать гопачок. И ни дождик, ни грязь, ни помеха. Кто-то крикнул: «Целуй, а то я». Это когда танцуют, говорят. Ну и дальше не помню. Вот это первое было стихотворение мое. Мой милый край, любимая станица, родная Вознесенская моя. Я знаю, ты всегда мне будешь сниться, когда вот-вот покину я тебя. Как жаль, что угасаешь ты, родная. Как жаль, что по-другому уж нельзя. И очень жаль, что время, все сметая, людей как листья, всех уносит вдаль. Возможно, кто-то с легкостью уехал, а может, просто сердца у них нет. Но это те, кто прямиком проехал по жизни, не оставив даже след. А те, кто вырос в этом чудном крае, кто помнит Вознесенскую как мать, кто здесь влюбился осенью или в мае, станицу часто будет вспоминать. Места родные, милую Соколку, бугор соленый, лысую, Балаш, все балки, перерытую колоды, шагровую, солдатскую и лес. Станицы нашей не было и равных. Она слыла и летом, и зимой хорошими людьми, и доброй славой. Здесь мир царил, труд, счастье и покой. Наверное, здесь хозяин был толковый. Завод был, нефтепромысел, колхоз, пекарня, баня, молзавод, столовых, как наши, не припомню я в окрест. Здесь было все, чем жили вознесенцы. Ученье, труд, и отдых, и уют. Снабжали здесь жильем переселенцев. Всем было место и людской приют. И как забыть все? Это ж невозможно. Мой милый край, любимая земля, прости, станица, всех нас, если можно. Мы виноваты все перед тобой. Вот я смотрела, как мама делает пироги, она меня учила. Моя дочечка, вот здесь, около бортика, хорошо ложи начинку, чтобы когда порежешь пирог, чтобы не было пустой пирог в конце, а чтобы много было тут начинки. Всегда мама мне так говорила. Это я запомнила и всегда ложу. И всегда своим, вот, и деткам, и вот сегодня делала я, внучечке своей говорила, чтобы начинки было много. Любят же, чтобы начинки. А без начинки что за пирог? И потом вот так.
косой пирог. Перед тем, как ставить в печку, надо помазать его постным маслом, чтобы... Так, здесь у нас пирог печется. Ну вот, спекся. Сейчас внучка мне помажет его маслом. А где она, я не знаю, это внучечка. Это сладкий пирог. Вот так. И сейчас помажем его сливочным маслом, и все. Этот сладкий пирог готов. А этот поставим в духовку. Господи, благослови. Вот так. Пусть печется. Одна девчина приходит и говорит, она молоденькая, у нее 2 деток, мальчик во 2 класс, и второй 3 годика, 4. Она говорит, ой, как мне хотелось бы молодой побыть. Я говорю, как, Марина, это Файзулаева Марина. Я говорю, как ты, что? Ой, ну вот хочется, чтобы вот как раньше. Ну. А я говорю, вот я всю жизнь прожила, мне никогда не хотелось, чтобы вернулось какой-то момент жизни. Никогда я не хотела. Всегда, каждый день мы проснулись, новый день наступил. И обязательно в этом дне будет что-то, что никогда уже не, оно не повторяется. Поэтому надо ценить вот каждый Божий день, каждое мгновение. Я так считаю. Счастье – это, дай Бог, чтобы мир был на земле всегда, и чтобы детки улыбались. Мечта есть, чтобы у сына сложилось все хорошо, чтобы он помирился со своей женой, потому что там деточки. Он очень любит своих деток. Вот у меня он много похож на своего отца. Валера, вот мы 47 лет прожили, да, хоть бы один раз он на ребенка, хоть бы один раз он повысил голос. Никогда не было такого. Никогда. Вот уже вот взрослый Леша уйдет и долго нету. Ну, с ребятами, он же молодой. Я говорю, Валер, ну скажи ему, чтобы он пораньше приходил, ну до полуночи. Он только может сказать, Леш, мать же переживает. Лапки дай, дай лапки. Одну, вторую. Вот молодец, вот умница, Ты хороший песик, хороший. Это ель, это помидорки. Мы уже срываем помидорки. Вот помидоры здесь, вот здесь. Ну, как ближе, воды, собственно, нету. Ну, под деревьями больно-то нету. Ничего не растет. Вот. Ну, помидоры всегда бывают свои. Вот на этом дереве 4 или 5 сортов яблоков было. Ну, вот оно уже угасает. Вот видите, какие у нас огурчики. Ну, варианта нету. Огурцы любят воду, чтобы постоянно была вода. Вот. А это вот засохло дерево, груша была. Это я детей попросила, вот пока внучка приехала, Леша потряс грушу. Она 4 года не была, не плодоносила. А в этом году вот мы сорвали, я целые груши, варенье всегда варю, целые, чтобы были. Вот сироп сделала я, и потом я их приведу в порядок и
открою борщ. Вообще мечта есть, чтобы хоть какой-нибудь бы сборник моих стихов был. Вот. А у вас много стихов? Много. Много. Давайте я вам, вот, я к 50-летию Дня Победы я писала стихотворение. Давайте я вам расскажу его. Когда фашисты, оголтелые своры, в наш Малгобек любимый ворвались, они располагали очень скоро вдоль по проспектам Грозного пройтись. Но дан приказ стоять, назад нет хода, ценою жизни удержать рубеж. То был сентябрь 42-го года, миг слез и мук и пламенных надежд. Да, что вам, смелым, выпало на долю в 17, в 18, в 20 лет. Не вздрогнуть, не соробеть, готовясь к бою за нашу жизнь, вам жизнью дать ответ. Вот кирзавод, и здесь передовая, с высотки вниз и снова по холмам, и грохот пушек ни конца, ни края. И ранены, и гибнут тут и там, однако шли вы в бой, и гибли снова вы, юные, и жаждущие жить, быть может, не целованы ни разу, быть может, не успевы полюбить, и все же вы отчаянно сражались, врагу и Вознесенскую не сдав. 3 месяца вы с лишним продержались, сбежал фашист, трусливо хвост поджав, и выстояв, вы победили смерть. Ваш подвиг поколения не забудут, они в веках вам славу будут петь, и мир беречь на всей планете будут. Погибшим память вечная всегда, а ветеранам той войны поныне земной поклон несем через года. Спасибо за победу, дорогие. Это внучка у меня, это дочечка, самая старшая. А это мои соседи, соседушки. Это Ханечка, это Фатимочка, Фатечка. Мы очень... А это сынок мой, Лешик, иди. А вот с Ханечкой рядом все. Да вообще, все время, вот, что мы живем, никогда не было плохого слова, чтобы сказали друг другу. Или там поспорили за что-то. С Валей с 52 года я живу. Как сестры, как мать, как родные. Русский язык я плохо знаю, но все равно по-русскому я буду говорить. Соседи у нас все хорошие были. Турки, русские, ингуши, чеченцы. Да. Мы все с всеми дружили. Мечеть у нас хорошо, преподаватель. Вот Ханечкин сын. Сын, как его звать уже? Амирханчик. Амирханчик. Валю я знаю уже, наверное, больше 30 лет или чуть меньше. Наверное. Ну, пусть даже 30 лет. Такой человек вообще в любой момент может прийти на помощь. В любой момент. Я вот перебью Ханечку, я скажу за Ибрагима, Царство Небесное ему. Вот. В первую очередь я бежала к Ибрагиму, если что-то надо, в больницу. Среди дня и ночи. И ночью. Плохо было Савельичу Валерию. Побежала Ибрагим. Безотказно, безотказно. Он выезжал, и мы ехали. И в крепость ездили, и кругом. И очень, очень был отзывчивый Ибрагим, Царство Небесное, им обоим. Вот мы остались вдвоем с Ханечкой. Как часто к бабушке приезжаете? Да не часто по праздникам. Так она училась же. Университет только заканчивала, пока ничем не занимаюсь. С красным дипломом они у меня обе закончили. Один факультет, один институт. На 8 лет между ними разница. Вот. Та уже с внучей училась в институте, вместе в одной комнате жили, втроем. Внуча ходила из института в школу. Вот такая у нас ситуация. Анюта сейчас старшая моя живет в Георгиевске, работает. С бабушкой поддерживаешь связь? Конечно. Звонит без конца. Все время звонит, Пироги созванивает. бабушки любишь? Пироги люблю. Часто начинаешь, да, скучать? Пироги хочу бабушки. Пироги хочу. Да. Только ради них приехала. Республика, ты милая, родная,
Мне дороги бескрайние поля, все местности, от края до края. Родная Ингушетия моя, ты так прекрасна сердцем и душою, как нежная вечерняя заря. Ты молода, мы молоды с тобою, родная Ингушетия моя. Лишения, а сколько испытаний, но все смогла ты вынести сполна. С Россией вместе ты непобедима, родная Ингушетия моя. Живу, тобой любуюсь, дорогая, любви своей ни капли не тая. Дороже и прекрасней нету края, родная Ингушетия моя. Пусть череда грядущих поколений здесь будущее строит на века, и мы тебе поможем, без сомнений, родная Ингушетия моя. А вы любите своих детей? А то, Соседи конечно, любите своих? конечно, Они вас тоже любят. да? Мамочка, спасибо тебе, моя родная. Ты у нас такая поэтесса замечательная. Ой-ой-ой, здоровья, мам, мы тебя любим. Спасибо, моя дочечка. Спасибо, моя родная. Ничего себе, где ж ты его вырастила, такой букет? Спасибо, моя девочка. Спасибо вам всем за внимание и за... Обалдеть! Мне только Валера дарил цветы всегда. Он какой бы ни был, он любил дарить цветы мне всегда. А мне внучка маленькая, правнучка, спрашивает: бабушка, а вы какие цветы любите? А я говорю: гиацинты, потому что Валера всегда приносил гиацинты. Спасибо. О, поле порошится, порошит, вьюга плакать не перестает. Не придет сегодня мой хороший, не подарит ясный перстенек. Не придет сегодня мой хороший, не подарит ясный перстенек. Ставнями стучит холодный ветер. Перед ним в пути не устоять. Буду я сегодня целый вечер о своем любимом тосковать. Буду я сегодня целый вечер о своем любимом тосковать.